Николай Артурович, здравствуйте. Здравствуйте. На этой неделе подведены итоги работы Следственного комитета за первое полугодие этого года. О каких результатах можно говорить, если снижение преступности или оно все-таки растет? В Дальневосточном округе Якутия имеет наименьшее соотношение населения и совершенных преступлений. И за первое полугодие произошло снижение количества преступлений на 6%, совершено чуть менее 6 тысяч преступлений. В их составе также снизилось количество тяжких, особо тяжких преступлений. Что касается нашей подследственности, то наиболее тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, которые мы расследуем, это убийства. Их совершено за первое полугодие 71. При этом нужно отметить, что за последние 10 лет, которые существует следственная, началась реформа следствия, сначала брал Следственный комитет при прокуратуре, потом отдельный Следственный комитет, снижение количества убийств произошло в республике более чем в 2 раза. То есть 10 лет назад совершалось более 300 убийств в год, регистрировалось ежегодно, то теперь вот за первое полугодие 71 убийство зарегистрировано. На это влияет очень профилактическая работа, которую проводят все правоохранительные органы, и также стабилизация социально-экономической обстановки в республике по сравнению с 10-летней давности. В частности, мы с своей стороны практическую работу ведем по нескольким направлениям. Самое основное – это неотвратимость наказания, обеспечение неотвратимости наказания. И у нас по убийствам раскрываемость в первом полугодии превысила 96% и стабильно остается выше, чем в округе и в среднем по Российской Федерации. За это время нами расследованы и направлены в суд и вынесены обвинительные приговоры по ряду резонансных уголовных дел. Это, например, вердикт присяжных по убийству 3 лиц, покушению на убийство 4-го лица в Амкинском районе, где приговорен к 20 годам лишения свободы. Также убийство в октябре прошлого года в Момском районе участкового уполномоченного полиции в связи с служебной деятельностью, где также лицо осуждено, приговор уже вступил в законную силу, 18 лет лишения свободы получил. И в Бердикестяхе также убийство 2 лиц, которое было совершено, 19 лет лишения свободы. И еще ряд аналогичных уголовных дел, поэтому ситуация, хоть и у нас достаточно стабильная, но достаточно напряженная остается. Такие тяжкие преступления. И наиболее резонансные из этих уголовных дел, которые против личности, это, например, убийство Андреевой, которая без вести пропала, и она во многом по обстоятельствам похожа с убийством Анастасии Сон, когда молодая женщина вышла, подсела в машину к незнакомым мужчинам, ее отвезли на окраину города Якутска, и там совершили сексуальное преступление и после этого убийство. Также там оба обвиняемых осуждены, один 20 лет лишения свободы, другой 19 лет лишения свободы приговорены. Поэтому хотелось бы также к населению обратиться, чтобы также вели себя осмотрительно, не подвергали себя опасности излишней. Есть такое понятие в криминологии, это виктимное поведение. Это когда человек ведет себя так, что легко может стать жертвой преступления. Поэтому желательно, чтобы элементарные меры безопасности люди соблюдали, и тогда не подвергали себя риску стать жертвой преступления. Еще одно наше направление профилактики – это внесение представлений в порядке статьи 158 УПК Российской Федерации. Когда в ходе следствия мы выявляем причины и условия совершения преступления, то вносим представление об устранении этих причин и условий. Это мы делаем практически по каждому уголовному делу, а в отношении совершеннолетних это бывает и по 2, по 3 представления по одному уголовному делу. Хотелось бы повышать их качество и также эффективность рассмотрения. И хотелось бы обратиться тоже к руководителям учреждений, предприятий, чтобы они более тщательно разбирались с нашими представлениями и оперативно принимали адекватные меры по устранению причин и условий. И, конечно, хотелось бы узнать, на каком этапе находятся дела, которые вызвали наибольший общественный резонанс. Из последних наиболее таких резонансных уголовных дел это в отношении бывшего заместителя министра МВД Мамчура. Это уголовное дело сейчас на стадии окончания находится, уже закончено ознакомление с материалами дела, в ближайшее время планируем передавать прокурору. Это уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел Стахова. По нему уверенное заключение утверждено первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации, направлено в суд уголовное дело.
Также ряд уголовных дел в отношении социально защищенной категории граждан, это несовершеннолетних, престарелых. Большой резонанс получило уголовное дело, где человек из дома инвалидов престарелых, интерната, он на крыльце замерз. Дело также в кратчайшие сроки было расследовано, установленный законом срок, и направлено в суд в отношении охранника, который халатно отнесся к своим должностным обязанностям, не отслеживал камеры видеонаблюдения, не совершал обход зданий окружающей территории. В результате это случился трагический случай. Это уголовное дело, которое недавно вызвало большой резонанс из-за видеоролика, выложенного в интернет, где работник овощного ларька, продавец, задержал малолетнего мальчика в связи с кражей шоколадки. Данное уголовное дело также окончено, направлено прокурору с обвинительным заключением. Ну и ряд других аналогичных уголовных дел. Ну, что вызывает тревогу, это то, что у нас в структуре преступности увеличилось количество преступлений, где-то с 560 до 580 совершенных женщинами. И совершаются преступления достаточно жестокие вот, со стороны родителей и лиц, которые обязаны заботиться о несовершеннолетних. В частности, у нас вот продолжают совершаться преступления, которые так называемых педофилами. То есть большие сроки в 22 года лишения свободы получил один такой за то, что совершал действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы. Ну и в завершение хотелось бы спросить о задачах, которые стоят перед следователями. На что будете делать упор? Это продолжение работы по эффективному, качественному расследованию уголовных дел, проведению процессуальных проверок. При этом мы должны сосредоточиться на ряде приоритетных направлений. Это защита трудовых прав граждан, особенно на выплату зарплаты, социальных пособий. Это борьба с коррупционными преступлениями, это борьба с правонарушениями в сфере оборота лекарственных препаратов и контрафактной продукции. Это борьба с ятрогенными преступлениями, так называемыми врачебными ошибками. И, естественно, что защита граждан от экономических преступлений, в частности от налоговых. Надо отметить, что первое полугодие достаточно успешно проведено в плане возмещения ущерба. У нас за первых 6 месяцев 2017 года возмещено по нашим делам и материалам более 87 миллионов рублей, примерно 74% причиненного ущерба, что превышает дальневосточные и среднероссийские показатели. Ну что ж, Николай Артурович, огромное спасибо за беседу. Спасибо.